Отец Хрим, благословите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А расскажите, для чего мы вообще это делаем, для чего просим благословения у батюшек? Ну, вообще, благословение – это символический жест. И, как говорится, в церкви все до по чину бывает. И поэтому мы, встречая священнослужителя, священника или епископа, подходя, конечно, если издалека, и мы не можем близко с ним встретиться, то мы, как это принято, наклоняем голову, как бы приветствуем. Но, собственно говоря, это так стоит делать не только в отношении, конечно, священника и епископа, но и с любым человеком. Да? Если мы близко не можем подойти, то мы издалека, чуть слегка наклоняем голову из уважения, из почтения. Но также, когда подходя, мы и спрашиваем благословения в знак приветствия. Но если у нас есть какие-то просьбы, какие-то недоумения в каких-то жизненных обстоятельствах, порой мы подходим к священнику или вот к епископу и говорим: батюшка, вот у меня вот такой-то вопрос, благословите, вот как мне поступить? Или там: владыка, как вот мне лучше вот действовать в моей жизни, вот у меня какое-то недоумение, разрешите, вот у меня есть такой-то вариант и вот такой-то вариант. Ну, можем что-то посоветовать, поговорили о каком-то вопросе, и тогда уже человек, подошедший, уже говорит: ну вот тогда я решил сделать так, на это я прошу благословения. Что значит благословение? Это видимый знак молитвы и того, что сам Бог благословляет выбранный путь. Почему сам Бог? Потому что когда священник либо епископ благословляет, складываются перста особым образом, так сказать, так называемое именословное благословение. То есть персты напоминают слова «Иисус Христос». И то есть как бы благословением Божиим, за благословением самого Христа священник и епископ, как служитель престола, алтаря Божия, то есть невидимо преподает благословение от самого Христа. То есть таким образом сам Бог благословляет человека на выбранное им решение. Но также человек, подошедший, он может либо целовать десницу священнику, может не целовать. Священник возлагает на главу человеку руку. Но поцелуем десницы священника человек не целует священника, а это своего рода, как мы прикладываемся к иконам, как мы прикладываемся к каким-то святыням. То есть и здесь мы целуем десницу самого Христа.